Корчи упал, мы его лечили очень долго. В этом маленьком сухумском дворике дружно уживаются 3 собаки и 4 кошки. Несмотря на разнообразие породы и интересов, здесь царит мир и взаимопонимание. Одну из собак, дворнягу-королеву, 4 года назад подобрали прямо у трассы в Ачадаре. Бывшие хозяева бросили ее, и она погибала на улице от голода и холода. За эти годы королева раздобрела, обросла шерстью и приобрела поистине королевскую степенность. Уже много лет тата Джоджо помогает бездомным животным, спасает, кормит. Одних забирает себе, других старается пристроить в добрые руки. У меня дома есть еще маленькая собачка, но ей уже лет 8. Она породистая. Это был подарок. А все остальные животные это те, которых мы подобрали, приютили, которые у нас остались. Каких-то мы, конечно, раздавали, но какие-то вот остались дома. У меня еще 4 сейчас кошки. 2 кошки, они простерилизованы, 2 кота, они тоже простерилизованы. Уже вот который год пытаемся достучаться до людей, проводим эту работу, что надо стерилизовать, что не проблема там какого пола собака, главное ее стерилизовать вовремя, никаких проблем не будет вообще. То есть мало того, что она не будет гулять, она еще перестанет быть агрессивной. Они абсолютно становятся спокойны. Вот эта вот агрессия у них исчезает. Они не будут на людей бросаться. Причем, кстати, бродячие собаки, которые родились на улице, они не такие. Это хозяйские, которые у нас на свободном выгуле, вот они именно агрессию проявляют. Проблема бродячих животных в Абхазии стоит довольно остро, особенно после введенного в мае запрета на их отстрел. Ежедневно десятки собак и кошек выбрасывают на улицу. Некоторым хозяевам становятся не нужны живые игрушки, ведь они болеют, стареют и становятся обузой. Люди реагируют на четвероногих беспризорников по-разному. Одних боятся и требуют убрать, другие жалеют, гладят и кормят. Сейчас, пока еще тепло, бездомные животные не мерзнут на улице. Кого-то прикармливают в кафе, ресторанах, за другими приглядывают волонтеры. Правда, везет так далеко не всем животным. Мать не видно, но говорят, что мать тоже где-то поблизости. Бесхозные, голодные. Одна из них подавилась травой, когда ела. Если кто-нибудь сможет их забрать. Вот. Порой удивляет жестокость, которой люди избавляются от своих питомцев. Новорожденных щенков и котят топят, выбрасывают в пакетах, оставляют погибать у мусорных свалок. А ведь животные страдают не только физически, они чувствуют боль от предательства. Замечали ли мы, как долго может идти за нами бездомное животное после одного случайно брошенного взгляда? Отогнать его довольно трудно, да и сердце потом болит от жалости. К счастью, неравнодушные люди в Абхазии есть. К примеру, в социальных сетях зачастую можно встретить посты, в которых сердобольные люди предлагают собачку или котенка. Они готовы просто так отдать даже породистого щенка, лишь бы в хорошие руки. Таких активных волонтеров в фонде Агугра около 20. Они спасают, лечат, кормят бездомных животных и ищут для них дом. На сегодняшний день мы получили поддержку от нашего государства. Они нам помогают. То есть идет строительство передержки. Это будет как бы приют только для тех собак, которым мы не сможем, по каким-то причинам найти дом или будут с какими-то увечьями или агрессивного характера. Бездомное животное будет с улицы забираться туда, естественно, стерилизоваться, ставится прививка. Прививки очень обязательны, потому что от этого зависит здоровье не только животных, но и наших граждан, детей, которые любят поиграться с собачками. И вот в задачи фонда входит как-то донести до всех наших людей, что если мы берем животное, мы должны быть ответственными. Поэтому мы очень просим и призываем всех наших граждан, пожалуйста, помогите нам, не выбрасывайте животных. Если вы увидите несчастное животное, киньте вы ему кусок хлеба. Это ведь добро. Приучите своего ребенка к добру. Отношение к животным характеризует человека. Потому как человек к ним относится, можно судить о его ответственности, мудрости и милосердии. Мы должны воспитывать детей в уважении ко всему живому и в понимании. Мы в ответе за тех, кого приручили. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.